Так, так. Молодец. Не торопись. Мойся как следует. Все, бабушка. Говорят, будто девчонки, чем больше на себя смотрят, тем больше себе нравится. А я? Да, конечно, я не очень красив. Вот и имя у меня неудачное. Меня зовут Кожа. Кожа. Измените две буквы, и получится куже. А это по-казахски каша-размазня. Ну, разве я похож на размазню? В общем, когда меня так называют, я спуска не даю. Кожа, ты еще здесь? Смотри, останешься без книжек, а завтра в школу. Бегу, бабушка! Эй, каракуже! Широконосый! Опять проклятый жантас. Сейчас я покажу этому лопоухому. Вот почему он такой храбрый. Рядом с ним Жанар. Ну что ж, переменим тактику. Спроси, куда он идет. Ты куда идешь, Кожа? В баню. Угадал? Купили учебники. Ага. Покажи. Вымой сначала руки. Как тебе не стыдно? Вот посмотришь, директору скажу.
Иди. Пройдите двое, еще. Проходи. А ты куда? Никуда. А очередь тебя не касается? Разрешите пройти, пожалуйста. В очередь. А я за сахаром. За сахаром? Угу. Что тебе, мальчик? Мне сахару полкило. 39 копеек. Чай индийский, второй сорт есть? Подождите, ребята, не все сразу берите мальчик. Вот это тебе. Сейчас, на, держи. Твои сдачи. Да. Тебе что? Возьми тетрадь. А тебе для какого класса? Для какого класса? Я спрашиваю, девочки. Для какого? Для пятого. Хорошо. Возьми, держи. Дайте, пожалуйста, физику. Тихо, ребята, не кричите. Тебе для какого класса? Сейчас. Все ноги отдавил. Противный. За сахаром. Ты из какого класса? Из 13-го. Он из 5-го. Ах, из 5-го? Как тебя зовут? Чингачгук. Тише, ребята. Так вот, Чингачгук. Я твоя новая классная руководительница. Ясно? А теперь иди. Чингачгук из 13-го. Голову надо было брать, а он весь мазила. Разве так пасует? Это не игра. И вывел-то неправильно. Шакал. И ты, и твой хозяин. Как хотите, говорю. А в этом году наша ферма знамя отберет. Не заходи, там гость. Кажатай, а где ж твой Салем? Здравствуйте. Что с тобой? Ничего. Характер. Вылитый отец. Книги все купил? Все. Караке, когда кончим с покосом? Пора уж, по-моему. Не торопитесь, дорогая Меладжан. Всему свое время. Трудно с ним. Одной всегда будет трудно, Меладжан. В доме нужна мужская рука. Эй, Каракуше! Плыви сюда! Сейчас он получит. Ну что, Копченый, боишься? Терпение, Кожа. Не поддавайся на провокации. Ты же хвастался, что никого не боишься.
Чао, бомбина. Чао. Ух ты. О. Новые? Генеральские. Где достал? Откуда же ты такой шикарный? Самых высоких гор. Ой, искупаемся, а? Грязная лужа. Вот я нашел местечко. Во! Рыбы там. Во! Порыбачим. Где это ты нашел? За старой мельницей. В Тугаях. Думаешь, пешком? Плохо знаешь султана. Ну, едем. Мама не пустит. Нянечка не пустит. Вон твоя мамочка. Догоняй ее. Чао. Ты куда? Тихо, жди меня здесь. С ума сошел? Каратай нам голову оторвет. Не бойся, я у Каратая. Свой человек. Ну! Долго ты еще будешь там жевать? Смотри, солнце уже совсем село. Пищу надо пережевывать не торопясь, сказал мулла. И подавился костью. Мне завтра в школу, а до дома 25 километров. Пока доберемся, ночь настанет. Что для моего тулпара 25 километров. И мы дома. Ну ладно. Мой посуду, собирай манатки, седлай коня. Ура! Удивляюсь я тебе. Парень ты вроде не глупый. А выгоды своей не понимаешь. Ну на что тебе школа? Бросай ее к шайтану. Вместе будем вольными джигитами. Ага, меня мама убьет. Не так-то легко убить человека. Вот я в прошлом году бросил школу. Отец вытянул меня уздечкой по спине. А я бегу и ору. Чем так жить? Лучше утопиться. И прямо к реке. Отец за мной. Схватил меня, понимаешь, и в слезы. Обнимает, утешает. Сыночек, не хочешь, не учись. Только живи. Единственное. А когда к нам пришел директор школы, отец ему говорит: у меня сын нервный. Учиться ему вредно.
А я лежу. Честное слово, артист. Ой, стой! Мой тулпар, держи его! Стой! Мой тулпар, стой! Держите! Держите! Пропал я. Пропал. Надо положить на место. Тебе надо, ты и клади. Кожаберген, стой! Беги, беги сюда! Беги, дуралей! Чего стоишь? Ну, да беги же! Где ты пропадаешь? Мать тебя ищет. Бабушка все глаза проплакала. Мы из-за тебя весь район на ноги подняли. Не стыдно, а? Садись. Отстань. Здравствуйте. Садитесь. Дежурный кого нет в классе? Сегодня в классе все присутствуют. Даже Кадыров. Кадыров? Ага. С тобой мы, кажется, уже знакомы. А почему ты вчера не был в школе? Не смог? Как ты не смог? На мельницу ездил. Тихо! А зачем ты ездил на мельницу? За рыбой. Тише, ребята. И это в первый день занятий. Хорошее начало. Садись. Он и дома не ночевал. Садись, Жантас. Ой, в чем дело? Кнопка. Это Кожа. Кадыров, это ты? Я. Выйди из класса. Имейте в виду, дети, всякое нарушение дисциплины я буду строго пресекать. С Майкановой мы, видно, разные люди. Она никогда меня не поймет. А? Ты что здесь висишь, как летучая мышка на ветке, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А как же урок? Урок в классе остался. Урок там, а ты тут. Интересно.
очень дисциплинированным и примерным учеником. Видишь, какое у него волевое лицо. Красивый. В мужчине главное не красота, а ум. А ты как раз дурак. Кожа, смотри, какую книгу принес Жантас. Пилот звездного корабля. Жантас, выйдем на минутку. А чего я там не видел? А зачем он тебе нужен? Дело есть. Секретное? Я могу идти? Никакого дела у нас нет. Врет он. Давай смотреть дальше. Боишься. Вот он в кабине ракеты. Ой, сколько много застежек. А все-таки страшно. Нисколько. Говорят, скоро космонавтов будет не меньше, чем обыкновенных летчиков. А это что? Это Млечный Путь. А это? Как красиво. Это парад на Красной площади. Жантас! Жантас! Ой. Я Майкановой скажу. Противный ты, Кожа! Хулиган ты! Вот ты кто! Долго ты будешь молчать? Нет, это невозможно. Ты что, онемел? Нет. Ну а почему ты молчишь? А чего говорить? Я нечаянно. А врешь ты тоже нечаянно. Вы все еще здесь? Оспан Рахманович, я не знаю, что с ним делать. Молчит он. Молчит. Его отец тоже был молчаливым. Вы знаете, Хадиша, мы были с его отцом друзьями. Воевали вместе, в одном взводе. При мне его тяжело ранило. 10 лет носил он в груди осколок. Молча. Это был образец мужества, трудолюбия, честности. Все мы восхищались этим человеком. Так что ж, Кожа, молчишь? Значит, нечего сказать? Тогда иди. Ступай. Оспан ага, я больше не буду. Простите. Ну как, простим? Ну что ж, на первый раз, пожалуй, простим. Иди. Если б ты только знала, Жанар, я же на все готова для тебя. Вот сейчас возьму и пройду мимо самой злой собаки. Перед носом у нее пройду, да еще кошкой промяукаю. А если укусит, ну, пускай так мне и надо. Ой. Кто там? Кожа? А что ты тут делаешь? Я хотела попросить у тебя книжку.
А у меня мушкетеров нет. А хочешь, я тебе достану? Ну, заходи. Нет, лучше в другой раз. А что ты там прячешь? Ничего я не прячу. Да ты заходи. Мне одной скучно. Мы в шашки сыграем. Ладно, ты иди первая, а я за тобой. Смотри, какой вежливый. Ты не думай. Я не нарочно чернилами. Я в Жантаса хотел. Это Жантас подлиза виноват. А почему ты не любишь Жантаса? Он очень вежливый мальчик. Вежливый? Да он притворяется. Он всегда притворяется. Притворяется? Ну да. Жанар, возьми свой ход назад, а то я съем твою шашку. Ешь. Проиграл, проиграл, проиграл. Еще не проиграл. Ну, теперь держись. Начну выигрывать. А если не выиграешь? Буду самым последним хвостуном на свете. Будешь самым последним хвостуном на свете. Или не буду. Будешь? Нет, не буду. Да ты уже проиграл. Это я-то проиграл. Ты? Ага, Проиграл, сама сдалась. проиграл, Так нечестно. Если ты сбросила, значит сдалась. Кожа хвостун, кожа Даже по международным правилам считается. Кожа хвостун, Кожа хвостун, кожа хвостун, кожа хвостун. кожа хвостун. Сама ты хвостунья. Противный. Уходи из нашего дома. Пожалуйста, я уйду. Сейчас же Только уходи. это все равно нечестно. Уходи. И больше никогда не приходи.
Кожатай, Кожатай. Тимчик мой, ты что ж сегодня в школу не идешь? Проспал. Что ж ты меня раньше не разбудила? Ведь первый урок Рахманова. Рахманов. Можно подумать, что твой Рахманов сам Аллах или его пророк Магомед или еще кто-нибудь. Ой! Опять твои штучки? Запей, холодненькая. Эй, куда ж ты? Не поел даже. Шапку хоть возьми. Кожатай! Прежде чем начать писать... Чуть не опоздал. Поправь галстук. Щеку вытри. Садись. Так вот, ребята, прежде чем начать писать, хорошенько подумайте. Конечно, у каждого из вас не одна мечта. Постарайтесь выбрать самую большую, самую главную. Убери книгу. Копченый. Это нужно не только для сочинения, но и для всей вашей жизни. Убери книгу, жадина. Аспанага, кожа дерется. Кадыров. Загородился. Боится, что спишет. Собственник несчастный. Жантас, убери книгу. Чего ж ты боишься, что у тебя спишут? Ведь у каждого из вас своя мечта. Если написать все, о чем я мечтаю, даже самое главное, тетрадки не хватит. Да и не поверит мне никто. Разве только Рахманов. Он все понимает. Если бы все на свете люди так понимали друг друга, это была бы жизнь. Вот за что я его люблю. А еще я люблю высокие горы, когда облака под ногами, как снег. Снег я тоже люблю. Особенно первый. Белый-белый. Зима такая ясная, чистая. Но все-таки больше всего я люблю весну. Послушай, милый, дружище, я буду гнать тебя домой, а ты беги во двор Жанар. Он понял меня с полуслова. Ой, чей это теленочек? Ваш? Ага, совсем с ума сошел. Бежит в чужой двор и все. Какой славный. Беленький-беленький. Ага. А у меня зуб сломался. Покажи. Больно? А-а, только бабушка плакала. А, все бабушки плачут. Ну ладно, мы пойдем.
До свидания. А знаешь, Кожа, я давно хотела сказать тебе про шашки. Ведь это я виновата. Да нет, это я проиграл. Давай лучше больше не будем играть в шашки. Ладно. Смотри, золотистая, серебристая. Ой. Сумасшедший. Конфетка, изюминка. Я теперь к тебе больше никогда не подойду. Фокусник. А я даже и дотронуться до них боюсь. А как же ты будешь заниматься с ними в кружке? Тебя же выгонят. А ты мне их поймай. Ладно. Ребята, смотрите, радуга! Радуга! Как красиво. Как в сказке. Она всегда бывает после грозы. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Чего-то? Ребята, что такое? Ой, Илюшка! А ну по местам! Я спрашиваю, кто сорвал урок? Хорошо. Все будете наказаны. Всем классом. Продолжайте занятия. Садитесь. Ты почему стоишь, Кадыров? Это я, лягушек. Милад, что-нибудь случилось? Здорова ли ты? Какое уж тут будет здоровье. Ты слышала, что Кожа натворил? Директор школы прислал за мной. Тю, сколько шума. Можно подумать, что он поджигает дома или грабит людей. Не удивлюсь, если и до этого дойдет. Нельзя даже пошалить ребенку. Тоже порядки называется. А может, эта косолапая тварь сама прыгнула в сумку к учительнице? Нечего к нему придираться. Кожа почти лучший ученик в школе, а это не каждый может. С этим тоже надо считаться, а? Как ты думаешь? Покойный Сабирбек в его возрасте стукнул муллу палкой по голове и убежал. А когда вырос и женился, какой он стал хороший семьянин. Значит, нужно ждать, пока Кожа женится. Эх, дети есть дети. Все они баловники. Видно, прав Каратай. В доме нужна мужская рука. Опять эта проклятая мужская рука.
Где ты целый день носишься? Мама приехала с гор, расстроенная. Поговори с ней поласковей. Ты же знаешь, что у нее больное сердце. Ну, иди. Мама. Мама. Мамочка. Никогда я не думала, что мой сын вырастет таким безобразником. С каждым днем становишься все хуже и хуже. Где не пройдешь, там трава расти перестает. Как нам быть дальше, Кожа? Может быть, тебе совсем не стоит учиться? Мама, я больше не буду. Хочешь, я стану самым смирным мальчишкой во всем ауле? Клянусь, соломинки изо рта овцы не возьму без спросу. Пусть я провалюсь сквозь землю, если еще хоть раз. Посиди здесь. Когда нужно будет, позовут. Добрый вечер. Добрый вечер. Кто здесь? Я, дедушка. Ты, дедушка? Это я, дедушка. А ты, по-моему, Кожа. Ко мне в гости пришел. Молодец, садись поближе, чайку попьем. Спасибо. Я на педсовет. Ого, что за дело у тебя на педсовете? Обсуждают. А, учителем хотят поставить, а? Директора. Директором? О, совсем хорошо. Молодец, молодец, директор. Зарплата будет побольше. Волос хороший. Крепкий волос. Совсем как у покойного твоего отца. А вы помните моего отца? Сынок, а кто же его у нас не помнит? Да. Был у твоего отца конь. Чудо, а не конь. Темно-карий и находится. Выпросил однажды я его и погубил. Утонул конь. Будь на месте твоего отца другой, засудили бы меня. А у покойного Кадыра душа была широкая. Он только сказал: что же теперь делать? Вы же не со злым умыслом. Вот какой был у тебя отец Кадыр. Говорят, ты не хочешь учиться? Хочу. Говори громче. И подойди сюда поближе. Так. Ну? Я стараюсь. Что значит стараюсь? Не знаю. У меня нет троек. А что, у него действительно нет троек? Да, он хорошо учится. Сколько раз ты обещал исправиться? Ну, отвечай. Много. И каждый раз обманывал. Я не обманывал. Я очень хотел. Но у меня не получалось. Может, тебе мешали? Может быть, кто-то тебя заставлял безобразничать? Нет. Заставляли вести себя хорошо. Как же получилось, что ты положил в сумку учительницы лягушек? А я думал, лягушки выпрыгнут. Всем будет весело, смешно. Трогательная забота. Что же тут смешного, когда лягушки по столу прыгают? Это уже другой вопрос. И тебе не стыдно? Стыдно. Вопросы есть? Нет. Нет. Ясно. Иди в коридор. Подожди там. Я за тебя буду волноваться, сынок. Ты ведь дал слово жить по-новому.
Удастся ли тебе? Мамочка родная, не нужно в доме мужской руки. Не выходи замуж за этого противного кротая. С чего ты взял, глупышка, что я хочу выйти замуж за коротая? А почему он к нам ездит? Почему он каждый раз возит тебя на мотоцикле? Почему он умолкает, когда я вхожу в комнату? Тайное совещание считаю открытым. На повестке дня один вопрос. Что должен сделать Кожа, чтобы стать примерным? Ну, говори, герой. Встать! Садись. С кем это ты говоришь? Не мешайте, бабушка. Тут происходит тайное совещание. О, Аллах! Что ты такое говоришь, милый Что мой? вы за человек? Ну, я провожу совещание, послушай меня, решаю важный мальчик вопрос. мой. Ну, нельзя Красота, вам быть здесь, это птенчик мой, секретно. прочитай молитву. Ну, скажи бисмилля, бисмилля. Бисмилля. Что с тобой Дорогая происходит? бабушка, Ну, ну, скажи умоляю, не мне, мешайте. мальчик мой. Пиши. А что писать? Пиши. С завтрашнего дня я никогда ни с кем не буду драться. А если кто пристанет? Надо вежливо сказать. Отстань. Хочешь заработать, да? А если не отстанет? Если. Покончим с этим пунктом. Переходим ко второму. Не браниться словами. Черт, дрянь, идиот, дурак. Вместо них говорить недостойно, недисциплинированно, некрасиво и тому подобное. За каждый плохой поступок себя наказывать. А как? Как? Ну, там видно будет. Решение принято единогласно. Точка. Предметом увлечения и мечты все это, конечно, очень и очень сложно. Но поймите, Хадиша, для ребят это необходимо как воздух, как хлеб. Труд игра, труд увлечение, труд мечта. Все это красиво звучит. Но когда я читаю в газетах, что десятиклассницы с энтузиазмом становятся доярками, честное слово, я не верю этому энтузиазму. А чему же вы верите? Только, пожалуйста, не делайте из меня нигилистку. Я верю. Мои ученики станут инженерами, артистами, учеными. Да? Да. А вы не боитесь, что они станут плохими инженерами, бездарными артистами и никудышными учеными? И все это потому, что плохие педагоги не научили их любить труд. Так, значит, по-вашему, я? Нет, Хадиша. Может быть, как раз я. Да-да. Можно войти? Входи, Кадыров. Здравствуйте, Апай. Здравствуйте, Агай. Здрасте. Я вас очень прошу, пошлите меня, пожалуйста, на сенокос. Почему? Ты разве не знаешь, что ты поедешь с Панага на стрижку овец? Я это знаю, Апай, но я хочу на сенокос. Пожалуйста, прошу вас. Почему ты не хочешь ехать на стрижку? Если это не секрет. Нет, не секрет. Я решил стать новым человеком. Вы, Агай, и вы, Апай, больше никогда не будете на меня сердиться. Ну и что же? Меня беспокоит Жантас. Он ведь едет на стрижку. Ну а при чем тут Жантас? Нам лучше быть с ним в разных группах, пока я себя совсем не перевоспитаю. Я вас очень прошу. Для меня это очень важно. Пожалуйста. Ну что вам стоит? Действительно, почему не пойти навстречу? Тем более, что это нам и впрямь ничего не стоит. Хорошо. Вместо тебя на стрижку поедет Азат. Большое спасибо. До свидания, Апай. До свидания, Агай. До свидания.
Никогда не знаешь, на что способен этот Кожа. Иногда мне кажется необходимым исключить его из школы, а иногда поставить в пример другим. Одно хорошо, он перестал дружить с султаном. До свидания. Вы затронули мое больное место. Султан. Правильно говорят, что ученик не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь. Вот султана-то я и не смог зажечь. Не могу себе этого простить. А Кожу вы зажгли? Угощайся. А ты? Я вот. А знаешь, Кожа, я еду на стрижку. Как? Ведь ты же хотела... Ведь мы же хотели на сенокос. Это мама устроила. Она тоже едет на стрижку. Она хочет, чтобы мы были вместе с ней. Я сейчас, мигом, сейчас. Что это такое? Я передумал. В каком ты виде? Я лучше поеду на стрижку. Ты лучше пойди умойся и оденься. Но я передумал. Я хочу на стрижку. Ну вот что, Кадыров. Надоели мне твои капризы. То не хочу на стрижку, то хочу на стрижку. А это не каприз. Ах, не каприз. А что же? Необходимость? Убеждение. Всему есть мера, Кадыров. Иди домой. Сбор завтра у школы в 9 утра. И не вздумай опаздывать. Тогда я совсем не поеду. Останешься на 2-й год. Ну и пусть. Из-за вас.
Чао, бомбина! Ты чего задаешься? Не узнаешь друга? Обиделся. Хочешь, я тебе устрою любого коня? По выбору. Хочешь? Карамба. Давай будем друзья. Настоящими. По гроб жизни. Так, я тебе и поверю. Не веришь? Смотри. Это котел. Это огонь. Кто нарушит клятву, будет гореть в нем. Идет? Ну, ладно. Вот теперь ты настоящий джигит. Поедем на Джеляу, я покажу тебе праздник чабана. Большой той будет. На, поправляйся. Султаном не пропадешь. Ты что, не куришь? Не пробовал. Учись. Какой же ты джигит, если не умеешь курить? Ты дым вдыхай, тяни в себя. Ой, мой бедный Коша. Ну что тебе стоило доехать хотя бы до Джейляу? Там бы и умер. А то теперь все заботы на мою бедную голову. Оп, 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 оп. Что, вольный джигит, разбойник? Пойдем. А чей это дом? Жумагула. Мир дому Жумагула. Что он делает? Овец пасет. Мир овцам Жумагула. А мать дома? Ушла на молочную ферму. Так. А кумыс есть в этом доме? Как тебя зовут? Даулет. Хорошее имя. Красивое имя. Меня самого зовут Даулет. Человек с таким именем не будет обманывать. А? Кумыс в доме есть? Есть. Хорошо. Пойдем, хозяин. Ихоу! Пойдем, Кожа, а то хозяин обидится. Пошли, пошли. Нельзя быть невежливым.
Ты гостеприимный хозяин, а мы благодарные гости. На, купишь себе конфет. А на них иголки купить можно? Мама говорила, что у ней иголки кончились. Да за эти деньги тебе дадут 1100 иголок. Новый котел, платок для мамочки. И ружье для отца. Пуф-паф! Пуф! А мясо кушать будете? Тащи, все тащи. Принц, нас ожидает королевский отдых. А еще деньгу дашь? Что? А еще деньгу дашь? Вопрос. Да я осыплю тебя золотым дождем. Оп! А хочешь, покажу фокус? Алле, оп! Ты украл? Ну вот еще. Одолжил на время. После праздника вернем же Магулу. Эй, чё? Эй, ребятки, нет ли у вас спичек? Нет, дяденька, нету. Ты чего врешь? Есть! Вот связался с сосунком. Ассаламу алейкум, Аксакал. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы 5-6 спичек, ребят. Берите все. Вот, спасибо. Вы из какого колхоза, детки? Калинина. До свидания, Аксакал. До свидания. Из Калинина? Ты чего про колхоз наврал? Врун же ты. Ну и глупый ж ты парень. Знаешь, что это был? Жумагул.
тебе заслуженной победы. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Можно продолжать? Продолжать. Хорошо. Начинаем борьбу мальчиков. Выходите. Начали. Лук. Давай тоже бороться. Для вида. Я тебе шепну, и ты ложись. А премию пополам. Понял? Отстань. Никто же не узнает. Чего боишься? Отстань. Продолжаем борьбу мальчиков. Кто следующий? Мы! Сюда. Да какой он мальчик? Ему давно в армию пора. Пусть он борется! Давайте. Пускай борется! Сила ради силы! Не боятся, не боятся. Смотри, это же твой Кожа. Не понимаю, как он попал сюда. Ну, покажите свою ловкость. Вот так. Еще раз. Вот так. Хватит! Ложись! Сам ложись! Никто же не поверит! Иди к черту! Ах так? Ну тогда держись! Вот победитель! Стойте! Стойте! Получай! Стойте! Не давайте ему премию, он воришка! Попался! Что вам нужно? Отпустите меня, что вам нужно? Он еще спрашивает. Я оторву тебе голову, если она ничего не помнит. Кто обманул ребенка? Кто украл шкурку? Что с тобой? Ты, наверное, ошибся. Это же сын Кадырова, он никогда Отпустите ему не мальчика! позволит. Отпустите мальчика, я сама с ним поговорю. Кожа Беркен, это правда? Позор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, до чего же я докатился? Опозорил себя с ног до головы. Что я скажу Рахманову? Ой, бедная мама. У меня голова идет кругом. Просто не знаю, что с ним делать. Посоветуйте, дорогой Каратай. Этот посоветует. Как же? Дорогая Миладжан, в доме нужна мужская рука. Ну вот, я избила его. Но разве это выход? Мне и жалко его, и больно. Дорогая Миладжан, я вам уже много раз говорил, и еще раз скажу. В доме нужна мужская рука. Мы с вами две разорванные половинки, Миладжан. Почему бы нам не быть вместе? Извините, у меня растет сын. Я не хочу его обижать. Не могу. Не нужно больше об этом. Прошу вас. Извините, мне пора. Милад, Миладжан. Чем так жить? Лучше умереть. Вот возьму и умру. Всем назло. И умру.
Прощай, мама. Прощай, школа. Прощайте, люди. Встань, Кожа, встань, наш общий любимец. Прости меня, Кожа, прости. Ты можешь выпить весь бетон кумыса, съесть целого барашка. Я подарю тебе каракулевую шкурку. Прости меня, Кожа. Я не поняла тебя. Прости. Я не виноват. Решил умереть? На кого ж ты меня покинул? Ну скажи хоть одно слово, мой единственный друг. Мертвые не разговаривают. Дрыхни, что ли? Выйди на минутку. Иди к черту. Эх ты! А еще поклялся быть настоящим другом. Предатель ты! Вот ты кто! Ноги моей здесь больше не будет, сосунок. Вот тебе, закури. Пусти! 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 С ума сошел! Я шкурку давно уж вернул. Ты что, султан? Хлеба хоть дай кусочек. С утра ничего не ел. Иди, герой. Откуда ты? Такой страшный. Меня отец выгнал из дома. За что? Ты, говорит, бездельник, дармоед. Раздел догола и выгнал. А ты бы опять ему пригрозил. Что топишься? Грозил. Он схватил меня за волосы, притащил к реке и кричит: «Топись, паразит! Топись, собачий сын!» На силу вырвался. Ну и что ж ты решил? Пойду работать на конеферму. Ты же хотел стать вольным джигитом. Даже разбойником. Лучше быть сытым конюхом, чем голодным разбойником. Артиша ты, султан, честное слово, артист. Что, он слепой котенок?
сам виноват, не маленький. Его надо в тюрьму, вот и все. Не полагай. Надо хорошенько разобраться, а потом судить человека. Мы не должны судить. Мы не судьи. Мы пионеры. Пионеры должны быть честными. Понятно тебе? Кожа хулиган и воришка. Он позорит весь класс, всю нашу школу. А мы должны терпеть? Тише, успокойтесь! Не шумите, ребята! Тише! Я прошу тишины! Тише! Здравствуйте, ребята. Спасибо. Продолжайте, продолжайте. Кто хочет выступить? Никто не хочет? А что скажет сам Кадыров? Какие он сделал для себя выводы? Пора отвечать за свои поступки. Я больше не буду. Слышишь, Кадыров? Тебе твои же друзья не верят. А может быть, не ты виноват? Кто-то другой? Тогда скажи. В нашем возрасте стыдно прятаться за чужую спину. Кто пропускал школу? Кожа. Кто подложил в сумку лягушек? Кожа. Кто удрал с практики? Опять Кожа. А где Кожа был, когда Султан обманул ребенка? Где Кожа был, когда Султан украл шкурку? Где Кожа был тогда? Дайте слово. Говори. Одна паршивая овца всю отару портит. Мы все страдаем из-за Кожи. Неправильно! Неправильно! Весь аул пальцем показывает. А говорят, это из того класса, где учится хулиган Кожа, а я не хочу, чтобы меня пальцем тыкали. Тише! Тише, ребята, успокойтесь! Я прошу тишины! Сгорел ваш факел. Да тише вы! Ну что ж, ребята, решайте. В данном случае мы целиком полагаемся на вас. Давайте проголосуем. Пусть он выйдет в коридор, а то некоторые при нем побоятся. Неужели среди вас есть такие трусы, которые боятся сказать товарищу правду в глаза? Нет! Так значит, Жантас не прав? Да врет он все! Да он ябеда известна. Тише! 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 Ну как вы любите шуметь? Только что кричали против Кожи, теперь кричите против Жантаса. Выходит, в классе два плохих человека. Ябеда Жантас и хулиган Кожа. А остальные 30? Так почему же 30 не могут справиться с двумя? Кожа совсем не хулиган. Просто у него все получается наоборот. Нечаянно. Ему не везет. Он неудачник. Вот вы смеетесь, а он стоит в коридоре один и ждет. И ничего тут смешного. Жанна, успокойся, ну что ты? Ты права, Жанар. Веселого мало. Ну вот исключим Кожу из школы. Он попадет в другую. Там найдутся лучшие товарищи, лучшие педагоги, которые помогут ему исправиться. А мы с вами окажемся плохими воспитателями и никудышными товарищами. Ну что ж, давайте проголосуем. Давайте. Кто за то, чтобы поставить перед педсоветом вопрос об исключении ученика 5 класса Кожебергена Кадырова из школы, поднимите руки. Кто против? Воздержавшихся нет? Нет?
Чего они там толкуют? Хоть бы словечко услышать. Директор. Ух, как размахался. Небось, говорит, гнать этого разбойника в шею. Еще смеются. Убивают живого человека и смеются. Ох, Майканова старается. Конечно, ей будет хорошо, если из класса уберут Кожебергена Кадырова, нарушителя дисциплины. Рахманов молчит. Неужели и он хочет моей погибели? Мама, бедная, все из-за меня. О, ой, мама! Боже мой, Кожа. Простите, я нечаянно. Я больше не буду. Не знаю, кто за меня заступился. Только оставили меня в школе. Значит, поверили. Вот теперь-то уж я не подведу. Это факт. Эй, Кожа! Привет от передовых коневодов! Что ты здесь вольнишься в этой грязной луже? Едем на рыбалку. Вот я нашел местечко. Во! А рыбы там! Во! Ну! Привет!